Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, приветствую вас на площадке пресс-центра Абхазского телевидения. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Добрый день. Добрый день. А также юристы аппарата уполномоченного Екатерина Ляховецкая и Лиана Векуа. Николь Шамба, специалист защиты социальных прав ребенка. Также в студии присутствует Ханна Елбакиева, главный бухгалтер аппарата. Давайте приступим к беседе. Начнем сразу с итогов. Каким был прошедший 2022 год для вас? Как в целом вы бы оценили результаты своей работы? Что удалось достичь? А какие проблемы перешли в нынешний год? Должность уполномоченного по правам ребенка, ответственный пост, возглавляемый мной, должность была учреждена указом президента Республики Абхазия 14 июня 2021 года. Специфика моей деятельности заключается в том, чтобы создать гарантии государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних. Важно сказать о том, что в рамках своей деятельности я дополняю существующие средства защиты прав и интересов ребенка. Также с января 2022 года также указом президента Республики Абхазия был учрежден аппарат уполномоченного по правам ребенка, который также возглавляется мной, состоит из 5 сотрудников, 2 юристов аппарата, 1 специалиста защиты социальных прав ребенка и главного бухгалтера. В своей деятельности мы опираемся на положение уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия, положение об аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия, Конституцию Республики Абхазия, семейное и гражданское законодательство и нормы, которые гарантирует и признает наша Конституция. Для эффективной деятельности аппарата нами было принято решение в первую очередь начать с мониторинга. Да, что происходит вообще в сфере детства, какие есть проблемы, какие проблемы носят системный характер. Без этого невозможно было полноценно начать работу и вообще понять, с чего в первую очередь необходимо начать. С этой целью с сентября 2021 года мною были осуществлены выезды в районы Республики Абхазия. Мы встречались с главами районов, а также с органами, которые работают в сфере защиты прав и интересов ребенка. Сотрудниками также был проведен мониторинг законодательства республики именно в сфере детства, мониторинг образовательных учреждений, а также мониторинг опеки, именно сферы опеки и попечительства. Я хочу обозначить системные проблемы, которые были нами выявлены в процессе мониторинга, а также в своей практической ежедневной деятельности. Это проблема, о которой все многие говорят и знают. Конечно, первое – это отсутствие закона об образовании, отсутствие закона об органах опеки и попечительства. Если говорить конкретнее именно о проблемах в сфере органа опеки и попечительства, то можно выделить следующее. Это отсутствие централизованной системы органов опеки и попечительства, наличие пробелов в законодательстве, связанных с алиментными обязательствами, отсутствие единого банка о детях, которые остались без попечения родителей, также не определены категории лиц, которые могут быть усыновителями. Законодательство не приведено в соответствии с международными нормами, которые касаются защиты прав и интересов несовершеннолетних. Продолжая список системных проблем, также я могу выделить следующее. Это недостаток психологов в образовательных учреждениях, отсутствие кризисного центра, временного пребывания детей, которые остались без попечения родителей или опекунов, отсутствие дополнительных социальных услуг и форм устройства несовершеннолетних, отсутствие служб, оказывающих высококвалифицированную психиатрическую помощь детям и подросткам, а также полноценной системы службы психического здоровья для детей, включая психосоциальную помощь. Проблемы паспортизации, документации несовершеннолетних, проживающих
как в Калском, так и в других районах нашей республики. Эта проблема влечет за собой такие последствия, что дети в будущем не могут получить образование, как школьное, среднеспециальное и высшее образование. Низкие социальные пособия для детей несовершеннолетних с инвалидностью, а также отсутствие исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Что касается обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка, за весь период нами было зафиксировано и взято в производство порядка 60 обращений от различных частных лиц. Все они касаются различных правонарушений, но чаще всего к нам обращаются уже в процессе расторжения брака, когда идет вопрос об определении места жительства ребенка, либо о порядке общения несовершеннолетнего с отцом или же с матерью. К сожалению, когда взрослые люди при разводе не могут договориться, в первую очередь страдают интересы ребенка. Мы такие дела берем в производство, естественно, выясняем вообще весь круг вопросов, связанным с этим делом, и готовим соответствующие запросы в органы, которые контролируют данный процесс. Также в производстве аппарата находится ряд заявлений, которые касаются физической или половой неприкосновенности несовершеннолетних. Хочу отметить, что в последнее время количество обращений, которые связаны с различными видами, именно насилие, увеличилось. Это очень плохая тенденция, которая нас очень сильно расстраивает. Важно сказать о том, что те дела, которые у нас находятся в производстве, когда идут судебные процессы, судебные дела, то наши сотрудники, юристы аппарата уполномоченного обязательно присутствуют на каждом судебном процессе, каждом судебном заседании и мониторят процесс, если в ходе какие-то нарушения, если они заметят что-то такое, естественно, наш орган реагирует. Вы сказали, сколько обращений у вас с момента создания института, а сколько из них удалось решить в положительную сторону, или хотя бы сдвинуть с места? Более 30 точно удалось решить положительно или же сдвинуть с места. Есть такие правонарушения, обращения, в процессе которых идет судебный процесс. Как известно, это долгий процесс, особенно когда вопросы касаются, как я уже сказала, выше определения места жительства ребенка или порядка общения, то есть процессы, которые к нам обратились с первого дня моего назначения, судебный процесс идет до сих пор, то есть 1,5 года уже. В таких случаях, естественно, судебная власть — это отдельная ведь власть, и мы не можем вмешиваться в судебные дела, но когда нарушается право ребенка видеться с одним из родителей, то мы обязаны реагировать, так как действительно это есть грубое нарушение. Даже если ребенок проживает с матерью или с отцом, а второй ребенок не лишен прав и не ограничен в своих правах, то он имеет такие же права на посещение и на общение с ребенком. Но чаще всего в этих правах ограничивают либо мать, либо отца, и мы должны следить за тем, чтобы такого не было. И мы подключаем соответствующие органы и службы. Иногда мы сами проводим беседы с родителями, стараемся какие-то элементы медиации тоже использовать для того, чтобы решить, возможно, мирным путем данный конфликт, но, к сожалению, не всегда это получается. К нам уже обращаются, когда ситуация кризисная, когда не смогли договориться двое взрослых людей, а страдают интересы ребенка. Вот в таких случаях к нам обращаются. К сожалению, не всегда все зависит от нас.
и какие-то вопросы, решение их не так скоротечно, да, не так в скором времени и положительно можно решить, как нам этого хотелось. А вообще чаще всего кто обращается? Уже юридическая сторона, родственники? Может ли вообще мало знакомый человек к вам обратиться? Всегда по-разному. Иногда обращается там один из родителей, пострадавшая сторона. Иногда обращаются органы различные, которые как бы видят нарушение прав ребенка, но это не относится к их компетенции. Да? Чаще всего нам дают сигналы представители служб социальных служб. Иногда бывает, что совершенно посторонние люди, либо соседи, третьи лица, которые просто услышали слух о том, что там в какой-то семье плохо обращаются с ребенком. Причем это плохо обращаются, это мягко сказано. Бывают такие случаи, в которые даже невозможно поверить, что это реально происходит с ребенком на территории нашей республики. Если вернуться к итогам года, расскажите, какие приоритетные направления были для вас в 2022 году? Это вот разработка законопроекта об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия, мониторинг законодательства в сфере детства, лоббирование вопроса создания кризисного центра для детей, оказавшихся без попечения родителей или опекунов, содействие и внедрение дополнительных социальных услуг и форм устройства детей, лоббирование вопроса по изменению структуры и подведомственности органа опеки и попечительства, разработка законопроекта об органах опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия, лоббирование вопроса по повышению пособий для детей с инвалидностью, просветительская работа с детьми, молодежью, а также с населением. В рамках своих полномочий аппарат с первого дня принимает активное участие в разработке концепции развития дополнительных форм устройства детей. В ходе своей практики важно сказать, что служба социальной поддержки детей и семей сталкиваются с различными случаями правонарушения, и они дают такую статистику, что с 2019 по 2021 год было выявлено по меньшей мере 65 детей, это 25 девочек и 40 мальчиков, которые могут быть отнесены к категории оставшихся без попечения родителей или опекунов. В среднем каждый год количество детей, которые единовременно нуждаются в кризисном центре, в нахождении в кризисном центре, насчитывают от 10 до 12 детей. Поэтому в качестве временного варианта размещения детей, которые оказались без попечения родителей, мы видим наш аппарат и службы, которые работают в сфере защиты прав и интересов ребенка. Мы видим в создании кризисного центра, который носит, это небольшой центр на 10-12 человек, центр семейного типа, в котором дети будут находиться, при этом они будут посещать и детские сады, школы. То есть этот центр должен находиться в центральной части, чтобы поблизости были все учреждения социального характера. Поэтому в прошлом году мы в рамках рабочей группы, которая была создана при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, в рабочую группу входила я и юристы аппарата уполномоченного, работали над уставом, над сметной документацией, и разработан весь пакет документов, который мы направили в кабинет министра, а также министру социального обеспечения и демографической политики, однако данные расходы, статьи расходов не удалось включить в республиканский бюджет на 2023 год по определенным причинам, но мы будем работать над лоббированием данного вопроса, так как это одна из форм
устройства несовершеннолетних, но важно сказать, что это тоже не панацея от всех проблем, это временное решение. Даже если ребенка поместить в данный центр, нужно понимать, что службы должны работать в дальнейшем для того, чтобы ребенка вернуть либо в свою биологическую семью. Если это невозможно, то необходимо найти родителей, семью, которая усыновит, и ребенок будет находиться там на постоянной основе. Еще одну возможность формы устройства, альтернативного устройства детей мы видим в пилотировании службы патронатных родителей либо воспитателей. Что касается концепции патронатных семей, в данном направлении тоже наблюдается положительная динамика. Разработан уже рабочий план по подготовке и пилотированию данной формы, однако предстоит серьезная работа также в рамках рабочей группы, которая создана при Министерстве соцобеспечения и демографической политики. Как я уже сказала, в рабочую группу входим также я и юристы аппарата, но необходима серьезная работа и в сфере законодательных инициатив, потому что для того, чтобы внедрить что-то новое, необходимо внести изменения в существующее законодательство. Это всегда трудоемкий и долгий процесс, и, к сожалению, это те системные проблемы и вопросы, которые не решаются одним днем, но важно начать. А помимо законодательной базы, вот на практике вы взаимодействуете с органами опеки, с правоохранительными органами, да, с администрациями городов, районов. Как это взаимодействие выстраивается? Вот здесь есть какие-то пробелы? Они вот вас слышат настолько, насколько вы хотите? Это очень хороший и важный вопрос как для конструктивного, для конструктивной деятельности своей и для эффективности аппарат, естественно, должен взаимодействовать с органами государственной власти, с органами местного самоуправления и правоохранительными органами. Если в целом мы оцениваем положительно взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными органами, то во взаимодействии с органами местного самоуправления, в частности с органами опеки и попечительства, мы видим некие проблемы, так как основной орган, который согласно Семейному кодексу наделен определенными очень большими функциями и полномочиями, это орган опеки и попечительства. Когда в районах в рамках своих полномочий они достаточно эффективно не работают, естественно, барьер, который и мы встречаем в своей работе, из-за этого очень много вопросов остаются нерешенными, или же мы не можем решить так, как этого хотелось бы нам. Вот. Какой-то конкретный пример приведите того, что вот вы обратились, а вот они не сделали, да? Это касается каких случаев? Случаи, если привести пример, когда, скажем, есть насилие в семье, физическое насилие. Конкретные примеры сложно приводить, потому что у нас информация закрыта, и каждый может узнать себя. Но если привести пример, насилие в семье, скажем, со стороны отца. Отец сильно избивает ребенка, но не в воспитательных целях, как многие утверждают, а действительно насилие с синяками, гематомами. То есть, естественно, такого отца нужно изолировать от ребенка. По Семейному кодексу такими полномочиями обладает орган опеки и попечительства. То есть, когда есть сигнал, он должен воспользоваться, этот орган, своими полномочиями в сопровождении, возможно, сотрудников служб. Он должен прийти в семью представителя этого органа и изъять ребенка. Но, естественно, они ссылаются на то, что нет кризисных центров, нет альтернативных форм устройства детей, куда деть ребенка. Но всегда можно сесть, да, и посмотреть, какие есть варианты. Может быть, есть вариант расширенной семьи, может, есть кто-то из родственников, который готов на время, пока
ситуация выясняется или же урегулируется, посмотреть ребенка, и он будет в безопасности. Это еще самый такой пример, который я привела, просто хочется пощадить слушателей. Есть случаи похожие, но когда нарушается право ребенка на жизнь и здоровье, когда острая ситуация, начинается перекидывание ответственности, и вместо того, чтобы решить вопрос, все ссылаются на отсутствие чего-то. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, мы вас слушаем. Максим, скажите, пожалуйста, вот в вашей практике были ли случаи, когда необходимо незамедлительно изъять ребенка из семьи, так как ему равно одинаково плохо, как с матерью, допустим, так же и с отцом? В таких случаях как аппарат уполномоченного действует? Как вы уже сказали, да, выше, что у нас нет кризисного центра. Куда стоит разместить ребенка в таких же случаях, если они есть? А когда вопрос касается жизни и здоровья ребенка, и необходимо немедленно экстренно реагировать, такие полномочия есть у органа опеки и попечительства в зависимости от того района, где произошел этот случай. То есть районный орган опеки и попечительства должен среагировать, прийти домой и взять ребенка до решения данного вопроса в судебном порядке. Естественно, прокуратура должна подать в суд, в зависимости, если это насилие, то на того человека, от которого исходит данное насилие, если есть свидетели, то есть если в семье еще кто-то знал о том, что происходило данное насилие, то тот, кто знал, тоже является соучастником данного преступления. Пока идет судебное разбирательство, разбирательство прокуратуры, ребенок должен находиться в безопасном месте, и эти вопросы до решения суда в рамках полномочий органа опеки и попечительства. Виталий Шария, «Эхо Абхазии». Ну вот из случаев, когда определяется место жительства ребенка после развода, в Абхазии в последнее время наибольшее внимание привлекла история трехлетнего Саши Маркова, которые были суды. В итоге мать увезла его в Башкортостан, там была ситуация на границе, ну, в общем-то, и судебная инстанция последняя, она тоже была за нее, но сторона отца не сдается, и, судя по активности в соцсетях, они говорят о том, что еще должно было быть какое-то рассмотрение в суде. Ну, вы, я знаю, бывали там на этих судах. Что вы думаете об этой ситуации в целом? Какое ваше мнение? Ну, этот вопрос у нас находится в производстве аппарата. Это был один из вопросов, с которым почти с первого дня моего назначения ко мне обратились. Естественно, там было нарушение прав ребенка, и мы взяли данное дело в производство. Обращалась сторона матери с тем, что нарушаются права ребенка на посещение. Значит, со стороны отца были определенные препятствия. Естественно, мы должны были отреагировать и подключить определенные службы. После этого отец стал разрешать видеться, да, с ребенком, но он определил определенные часы приема мамы. А такого быть не должно, так как на тот момент и на сегодняшний день мать не была ни ограничена в правах, ни лишена в своих правах. И согласно закону, мы говорим сейчас именно о вопросе со стороны закона. Согласно закону, у нее были все те же права, что были и у отца. А судебный процесс, это правильно вы задали вопрос, он идет до сих пор, но было несколько решений суда в пользу матери, но отец обжаловал данное решение с тем, что были определенные процессуальные нарушения. Но те решения суда, которые были, они были в пользу матери, и мать вывезла, да, ребенка на свою родину, на территорию Российской Федерации, но
если говорить с точки зрения закона, то на нашей стороне на границе не имели права задержать мать с ребенком, так как они оба являются гражданами Российской Федерации. И решение суда было в пользу матери. Не было никакого документа, насколько я знаю, который бы запрещал выезд ребенка с матерью за границу. Вот, отец, да, судебный процесс еще идет, как я уже сказала выше, он обжаловал решение суда, и все будет проходить в законном судебном порядке. Житанапсва на сартацураджи, водыра криза азаща кварчицурзерги, районец айдулам гадзаква и радзбон. Яхапиам тазы худжи изин курих черазы айчкара курахинин атацша и радзбалару Рада ирзыцбаӡом, убыс изы алеишәгәы ишԥаанаго, насгьы ахәыҷы ишизеиӷьу ҳәа аҭаацәа ззымеицәажәои. Ишышәҳәаз еиԥш, иҟоуп азҵаарақәа аҭаацәара аҩныҵҟа ала ирыӡбо, аха иҟоуп азҵаарақәа зыӡбара алымшо ҭаацәашәала, убысҟаноуп ҳара ҳаппарат ахь ианааиуа. Ҩыџьа ауаа нас изымеицәажәозар дасу дара ирҭаху еилыркааратәы, усҟан ахәыҷы изинқәа еилагахоит убри азы, ҳара ҳаппарат ҳахәаԥшуеит иарбан азҵаарақәа ишьҭыху, нас иара игәабзиареи иԥсҭазаареи зыџьара уашәшәырак ыҟазар, усҟан ҳара уи ҳалацәажәароуп, уи аус ҳадаҳкылароуп, аус адаҳгәылароуп азҵаарақәа еиуеиԥшым. Аорганқәеи ҳареи аус еицаҳуеит, убриазы ашьаҿақәа ҟаҳҵоит, абри азҵаара ахәыҷы интерес аганахь ала иӡбазарц азы, иара изинқәа иаԥхьаҟа еиламгазарц азы. Иарбан милаҭу еиҳарак шәара шәыцхыраара иаҳәо? Еиуеиԥшым милаҭқәа ҳацхырааразы иадҵаалоит, аха исҳәарц сҭахуп, реиҳараҩык аԥсуаа роуп, урҭ рнеиус иҟоуп нас аурысцәа, ерманцәа, аха иаҳараӡак аԥсуа жәлақәа зху роуп иадҵаало ҳара ҳацхыраара. Наверное, больше к юристам вопрос. Девочки, расскажите, бывали ли случаи, если я правильно понимаю, насилие против ребенка – это уголовное преступление, за которое нужно нести ответственность перед судом. Вот доходили ли какие-то истории из тех, которые вы курировали, чтобы судили отца или, возможно, мать за то, что он там любым образом проявлял насилие над ребенком? Были ли у вас такие случаи? Может, сейчас какие-то такие суды идут в стране? Ляна или Екатерина? Да, могу коротко ответить на ваш вопрос. Конечно, не могу называть конкретно в каком районе, какая прокуратура. Да, на данном этапе есть дело в одном из районов Абхазии, где прокуратура возбудила дело против родителей девочки. Вот. Вопрос касается половой неприкосновенности. Происходило это все внутри семьи. На данном этапе, то есть это возбуждено дело, дальше уже будет рассматриваться в суде, но пока до суда, судебное заседание еще не было назначено. Вот, мы, конечно, девочка находится сейчас у своих родственников, да, других, да. У меня вопрос к Мактине. Я помню, вы очень так остро отреагировали, активно, после трагической истории, которая произошла в Гагре, когда девочка погибла под колесами поезда, и в результате ее вовлечения в игру «Синий кит». И после этого было немало, я помню, и на круглых столах это обсуждалось, и разные методы предлагались вплоть до того, чтобы отбирать у детей в таком вот возрасте эти телефоны, через которые они могут быть вовлечены в эту игру. Как сейчас, насколько вы знаете, ведется ли, продолжается ли эта работа,
чтобы, опять же, мы не столкнулись вот с таким фактом. Отмечу, что после того случая, который вы упомянули, который был опубликован в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, началось расследование, и в настоящее время нашими правоохранительными структурами проводится расследование по факту установления причины смерти девочки, это в первую очередь, и во вторую, у нас нет подтвержденного факта, что данная несовершеннолетняя девочка 2011 года рождения действительно была вовлечена в опасную онлайн-игру с летальным исходом. То есть расследование в настоящее время ведется, однако мы, как государственный орган, главной задачей которого является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, не могли остаться равнодушными и проигнорировать данную ситуацию, в связи с чем транспортная прокуратура Республики Абхазия была в официальном обращении, была дана рекомендация уполномоченному по правам ребенка в Республике Абхазия в рамках своих полномочий провести определенные профилактические мероприятия, которые бы направлены были на предотвращение и недопущение рецидива подобной ситуации в будущем среди несовершеннолетних. И поэтому, в связи с чем уполномоченным было дано поручение сотрудникам аппарата разработать материалы, а именно памятку для родителей и педагогов, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, и программу классных часов с 5 по 11 класс. Значит, соответственно, разработкой данных материалов занималась я с учетом всех рекомендаций психолога Ассоциации женщин Абхазии Торгашовой Анны Юрьевны при непосредственном одобрении Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия. И в рамках нашей пресс-конференции мне бы хотелось презентовать и рассказать о сути данных материалов. Я бы хотела начать с памятки. Значит, памятка называется «Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр». Она разработана специально для родителей и педагогов. Отмечу, что она была создана с целью того, чтобы родители ребенка или же педагоги смогли ему помочь, если он находится в состоянии кризиса и нуждается в поддержке, в помощи. Отмечу, что все признаки, по которым это можно понять, определить, что ребенок действительно нуждается в психологической поддержке от старших, описаны в рамках данного пособия. Соответственно, я упомянула также и о уроках. Данная программа классных часов специально была разделена на 2 блока для лучшего усвоения информации той или иной возрастной категории школьников, то есть с 5 по 8 класс и с 9 по 11. Отмечу, что суть этих уроков, она относится к одной тематике, то есть это связано с кибербезопасностью несовершеннолетних, а также посвящена тем мерам, которые им нужно предпринять, если на их сотовые номера поступают текстовые сообщения или же абонентские звонки от неизвестного абонента с целью совершить какие-либо действия, которые являются заведомо опасными для их жизни и здоровья. Отмечу, что после того, как Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия одобрило все вышеупомянутые мной материалы, мы составили список общеобразовательных учреждений, которые мы хотим посвятить для проведения подобных тематических классных часов. Отмечу, что в 2022 году нами уже была посещена Тамышская средняя школа, Лыхнинская, средняя школа номер 3 города Сухум и средняя школа номер 5 Сухумского района. Также хотелось бы мне добавить, что школьному руководству каждой из вышеупомянутых мной школ были переданы данные материалы, именно памятка и программа классных часов с целью проведения классными руководителями или же школьным руководством подобных мероприятий, если на это понадобится какая-то либо необходимость.
Также хочу сказать, что помимо тематики, которая связана с кибербезопасностью несовершеннолетних, мы также рассуждаем с ребятами об их правах и обязанностях. Мы считаем, что ребенок со школьной скамьи должен знать о своих правах и обязанностях, которыми он уже обладает или будет обладать по мере своего взросления. Отмечу, что в связи с тем, что просветительская деятельность является приоритетным направлением аппарата уполномоченного в 2023 году, в том числе, мы продолжим посещать общеобразовательные учреждения для проведения подобных тематических открытых классных часов. Я кратко прошлась по нашим приоритетным направлениям и проделанной работе. Хочу, чтобы подробнее о наших законодательных инициативах рассказала юрист аппарата уполномоченного Лиана Веку. Спасибо. Приступая к работе, конечно, мы в первую очередь должны были изучить нормативно-правовой акт, который регулирует нашу деятельность. На данный момент, как выше отмечала Мактина Утарьевна, мы руководствуемся положением об уполномоченном по правам ребенка от 15 декабря 2015 года, а также указом от 6 октября 2021 года, который внес изменения в части финансирования деятельности и создания аппарата, в который все мы, сотрудники, входим. В связи с тем, что нам нужно было повысить эффективность нашей работы, конечно, мы изучили данное положение, пришли к выводу, что оно несовершенно, в нем есть пробелы, и в связи с этим мы разработали проект закона и направили его на имя президента Республики Абхазия. Данный проект закона регулирует принципы деятельности уполномоченного, то, как он назначается и при каких ситуациях прекращаются его полномочия, а также весь перечень задач, которые уже расширены, то есть больше задач, больше полномочий. Это необходимо для эффективной деятельности уполномоченного и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Данный проект закона находится в юридическом отделе администрации президента с 11 мая 2022 года. К сожалению, на данном этапе он еще официально не принят. Также в этом проекте закона предусматриваются статьи, которые мы бы хотели внести в Кодекс об административных правонарушениях за воспрепятствование деятельности уполномоченного или же неисполнение должностных обязанностей тех или иных лиц, что влечет к нарушению прав и законных интересов ребенка. Также еще одна законодательная инициатива – это разработка проекта об отделе опеки и попечительства, так как сфера опеки и попечительства является по сей день приоритетным направлением. Мы подробно изучили ее с того момента, как приступили к нашей деятельности. С этой целью мы отправили официальные запросы всем главам районов, чтобы получить положение отделов опеки, которые у нас в стране входят в систему органов местного самоуправления. То есть в каждой районной администрации есть штатный сотрудник, который в основном входит в отдел образования и совмещает две эти должности. Исключение составляет администрация города Сухум, в которой есть полноценное отдел опеки и попечительства, куда входит 3 штатных сотрудника. Конечно же, нам предоставили эти положения, либо где-то это были должностные инструкции. Также был один район, в котором вовсе отсутствовал этот нормативно-правовой акт, и еще один район, в котором он на тот момент находился на стадии разработки. Изучив их положение, мы пришли к выводу, что они несовершенны, то есть они не вбирают в себя нормы, закрепленные в законодательстве, в Семейном кодексе. И в связи с этим сотрудники часто, опираясь на свое положение, заявляли нам при разрешении каких-то наших общих случаев частных, что у них нет таких полномочий, или они не обязаны делать то или иное. В связи с этим мы, юристы, разработали проект положения об отделе опеки и попечительства и направили всем главам районных администраций на совместную доработку в случае необходимости. К сожалению, на данный момент только главой администрации Чимчирского района данный проект был принят. Один из районов ответил отказом, основываясь на том, что их положение достаточно совершенно и содержит в себе все необходимые нормы, что, конечно, является
неправдой. Вот. Как было сказано выше, наша деятельность, эффективность нашей деятельности очень зависит от сотрудничества с другими службами, и в особенности с органами опеки и попечительства, так как органы опеки и попечительства являются ключевым звеном в системе защиты органов защиты прав и законных интересов ребенка. Также проблемой является то, что у нас отсутствует центральный орган опеки и попечительства, который бы курировал бы все отделы, которые бы входили в его структуру. И, соответственно, у нас нет законодательства, то есть у нас нет закона об органе опеки и попечительства. И также еще одной проблемой является низкая квалификация большинства сотрудников, так как они по своей специальности не являются юристами, психологами, то есть они не были готовы к этой должности, и они ее просто по совместительству исполняют. И мы, по инициативе уполномоченного по правам ребенка были проведены семинары для сотрудников опеки и попечительства всех районов, о чем более подробно уже расскажет коллега. Спасибо. Да, я бы хотела, чтобы про часть именно наших социальных акций, инициатив рассказал специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба. Благодарю. Первый проект, о котором я хочу рассказать, называется «Сказки Нагуми». Участие уполномоченного по правам ребенка в данном проекте играет важную роль, так как дети – это та категория граждан, с которой непосредственно взаимодействуют уполномоченные по правам ребенка. Цель данного проекта заключалась в том, чтобы обсудить сюжет и героев сказок с точки зрения прав ребенка на жизнь, защиту, образование и другие права совместно. Ведь говорить о соблюдении или нарушении прав ребенка можно не только из примеров из реальной жизни, но и используя литературные произведения. Был организован семинар для сотрудников опеки и попечительства по инициативе уполномоченного по правам ребенка, который назывался «Опека и попечительство. Обязанности государства в области защиты прав детей. Вызовы и возможности». Также мне хотелось бы рассказать и о следующем курсе, организованных для работников аппарата по правам ребенка. В рамках курса мы ознакомились с инструментами мониторинга, используемых в работе уполномоченных по правам ребенка, а также с опытом омбудсменов по защите прав ребенка в различных государствах. Также мне хотелось бы подчеркнуть, что все вышеперечисленные проекты и социальные инициативы были организованы при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Здесь еще присутствует главный бухгалтер аппарата уполномоченного. Если вдруг будут вопросы по бюджетной части у журналистов, она с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Вопросов нет. Давайте перейдем к вопросу о планах на нынешний год. Какие приоритетные направления вы для себя выделили? В этом году приоритетными вопросами остаются оптимизация функционирования работы органов опеки и попечительства, лоббирование вопроса создания кризисного центра временного пребывания детей, также лоббирование вопроса создания службы патронатных семей, естественно, просветительская работа с детьми, с молодежью, с населением. Будем работать в рамках своих приоритетных направлений, так как сфера опеки и попечительства – это основная сфера, в которой мы должны продолжить свою работу. Спасибо за беседу, спасибо, коллеги, за вопросы. У нас в гостях были представители Института уполномоченного по правам ребенка в Абхазии.